Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и на вашего тайного поклонника. Посмотрим, есть ли он у вас. И если есть, кто этот человек. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе смотреть. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, есть, девочки, есть тайный поклонник. Красота. Есть, но он уж очень какой-то слишком тайный. И, знаете, хочется сказать, что он у вас перед глазами крутится, но никак себя не выдает. Как говорится, ни один мускул на нем там не дрогнет. И хранит эту тайну от всех и прежде всего от вас. Вот что влюблен, что нравитесь, что тянет очень сильно. Такой прям скрытный человек, невероятно скрытный. Так, давайте я еще на оракуле посмотрю вам на этого человека. Что это за личность, почему он так прячется? Но в песке он себя показал, но он прям скрыл по максимуму про себя и о себе. Вот показал, что в голове чаша, да, что влюблен, что он мечтает о вас. Показал, что он где-то рядом с вами постоянно крутится, хочется сказать, под ногами у вас крутится. Ну, по крайней мере, вы часто его видите, часто встречаетесь с этим человеком. Ну вот прям настолько он заблочила себе информацию, да, либо вот настолько он скрывает, как будто бы даже боится, что вы узнаете, либо кто-то узнает. Так, что за человек? Почему скрывает? Ну, и откроется ли он вам в конце-то концов, да? Так, что за человек? Хороший человек, хороший, но действительно, смотрите, скрытный. Видите, здесь замок он показал, в маске, показал даже, что и ключ есть от этого замка. Но, знаете, как говорит, не каждая женщина сможет открыть меня целиком и полностью, либо не для каждой женщины я могу открыться. Человек очень умный, человек очень заботливый, очень нежный, человек, способный на какие-то невероятные действия вот ради любви, да, на геройство, на поступки. Не на словах, что типа я тебя люблю, там звездочку достану с неба, а действительно конкретные действия. Но этот человек мне вообще идет как какой-то пострадавший от любви, да, как обжег сердце, разбил сердце. Не с той женщиной связался, либо до сих пор даже не с той женщиной может находиться. И поэтому он боится признаться в чувствах, либо не имеет права вам открыться именно сейчас в своих чувствах, в своей любви. Видите, две книги. Одна книга уже прочитана, а вторая только лишь начинается, да, с первой странички. Но вы знаете, я вам так скажу, этот человек перед вами откроется, либо вам по судьбе раскрыть этого человека, узнать, кто он такой. Кстати, с этим человеком вы очень похожи, очень по характеру похожи, по отношению к жизни, там, не знаю, взгляды там, на детей, на воспитание, на семью, прям как единое целое. Угу. Но видите, в маске. Не всем он открывается, не все знают, насколько он прекрасный. Он выбрал себе какую-то роль человека, не знаю, невидимки, либо человека, который как сундук, да, такой сундук закрытый. То есть поди узнай, что в нем находится. Но ключик есть, и этот ключик он вам даст, потому что именно с вами он хочет начать все сначала. Так, почему он прячется? Ну, видите, тяжелый опыт.
тяжелые знания, вернее, знания про отношения дались ему очень тяжело. С болью, со страданиями, как говорится, со слезами на глазах. Кстати, у кого-то отыграется вот 100%, что человек сейчас занят бракоразводным процессом, либо человек готовится к тому, чтобы с кем-то расстаться, причем там какая-то еще дележка будет, может быть, у них там совместное имущество, либо женщина шантажирует, например, там, должен меня обеспечивать, помогать, даже если она и не жена. И вот он как-то в правовом поле хотел бы это все решить. Решить так, чтобы никто не знал, да, чтобы было как там по минимуму огласки. Вот у кого-то даже может отыграться, что человек сам занимается этими вопросами, там, юриспруденции, либо очень плотно сотрудничает с юристами, да, как бы ему обойти эти все моменты, либо там, лишнего не отдать. Откроется ли он вам? Но вы очень с ним похожи. Вот хочется сказать одной крови. Родственные души. Может быть, даже у вас истории жизни чем-то похожи. Он, конечно же, вам откроется. Вернее, вы догадаетесь о том, кто это человек, раньше, чем он вам откроется. И даже у кого-то отыграется, что вы сами к нему подойдете и спросите. И он вам скажет: да, это я тебя люблю, это я там тебе тайно помогаю. Что-то тайно будет для вас делать. Либо он тайно будет наводить справки о вас, либо узнает о вашей проблеме и будет вам как-то помогать тайно через кого-то, от кого-то. У кого-то даже из девчонок отыграется, что он вам поможет чего-то добиться, чего-то получить. Может быть, там денежку вам как-то передаст, зная, что вам нужны деньги. Вот вы начнете копать, тянуть эту веревочку и поймете, кто это человек. Подойдете и скажете: ну вот я знаю, что это ты. Он скажет: ну да, это я. Я, прости, извини, но вот такой я человек. Кстати, девочки, про вас я тоже могу сказать, что вы тоже какую-то масочку носите. Вы ведь тоже перед людьми не открываетесь, вы мало про себя рассказываете, вы ведете какой-то скрытный образ жизни. Вот так хочется сказать. Очень много информации вы либо не договариваете, либо вы избегаете разговоров о себе, о своей там приватной жизни. Вы стараетесь быть как все, то есть не отличаться, не выделяться. Но вам так удобно, вам так комфортно. Либо это ваш образ жизни. Да, вы, кстати, чем-то похожи, что он в маске, что вы в маске. Вот. Вернее, он в маске, а вы пытаетесь быть как все. Вот. Вы похожи даже в этом, что вы истинную свою суть прячете от людей. Да, возможно, опыт был тяжелый, да, возможно, у вас тоже были учителя такие жесткие, которые научили вас не выделяться, либо, может быть, там в семье вас так научили быть как все. Да, все там пошли учиться в университет, и ты иди. Да, все там будут инженерами, и ты будь инженером. Там, все должны там, замуж выйти, детей родить, и ты иди рожай. Неважно, любишь, не любишь, там, хороший человек, плохой. То есть вы как все стараетесь быть, но вы не можете скрыть свою природу. Вы прекрасны, вы уникальны, и вы очень-очень талантливы. Почему-то вы запуганным не идете. Что-то по отсыпке я вижу, чего-то вы боитесь выделяться, боитесь креативить, своих идей почему-то боитесь. Талант у вас есть, либо какая-то уникальная способность, но вы боитесь, что общество не поймет, не примет, что смеяться будут. Вот, смотрите, вы стараетесь не выделяться, а он просто носит маску. Даже здесь вы похожи. Да, интересная вы пара. Но он вам откроется. Он 100% вам откроется. Так, давайте пойдем по отсыпке. Про этого человека еще могу сказать, что он физически очень развит, либо, знаете, от природы сильный человек. Знаете, бывают такие мужчины, с виду дрыщ, да, но при этом он там, не знаю, может гвоздь в узелочек завязать. Бывает, да, он очень такой какой-то сбитый, и у него, в нем, вернее, да, какая-то сила гуляет, сила, физическая сила. Может быть, даже он занимается каким-то видом спорта, где не вот эта вот накачанность, мускулатура идет, да, а вот именно сами
мышцы очень хорошо развитые, они не такие большие, но при этом, ну, сила в нем конкретная есть. Так, еще по поводу этого человека. Ну, он вас постоянно видит. Он постоянно видит, имеет доступ к тому, чтобы вас видеть. Может быть, вы вместе работаете, может быть, живет он где-то по соседству. Может быть, это какой-то сотрудник, не знаю, доктор в поликлинике, сотрудник в банке, учитель, преподаватель в школе, да, где учится ваш ребенок. Но видит, постоянно видит. Знает, где вы живете. Может даже специально прогуливаться возле вашего дома, чтобы вас увидеть. У него прям такая потребность, необходимость, жажда вас видеть. Но при этом он в вашем присутствии, как вот человек-скала, да, ничего не дрыгается. Вот стоит с таким холодным взглядом, либо смотрит, либо вообще не смотрит. Вы от него не чувствуете любви, он умеет это прятать, скрывать. Но когда вы отворачиваетесь, когда вы стоите спиной, он просто вас поедает взглядом, старается запомнить и запах, и каждую там вашу волосиночку, в чем вы одеты, какая вы, да, вот энергетику вашу. Прям жадно поглощает взглядом. Кто-то в шутку либо говорил, либо скажет, что он посмотри, какой мужчина, да, либо посмотри, этот мужчина там на тебя смотрит, либо, может быть, этот мужчина влюблен в тебя, как, знаете, как в шутку скажет, да, может быть, ну, случайно взболтнет человек. Вот это будет правда. Это будет правда, и, возможно, это как звоночек вам идет, да, вот обрати внимание, именно он, про кого пошутят, на кого укажут. Смотрите, у вас с этим мужчиной постоянно идут какие-то как перекрестки. Вас как даже сама судьба сталкивает. Вы вообще не замечаете, а он для себя считывает это как знаки того, что вы рано или поздно должны быть вместе. Да, вот как судьба ему посылает знаки, что вот да, это твоя женщина, и да, ориентируйся на нее. Вот иди к ней. Но ему какие-то проблемы надо порешать, да, порешает проблемы, наведет порядок в своей жизни, убедиться, что вы не пошлете далеко и надолго. И, девочки, он будет к вам подходить. Он будет подходить. Ну вот мне почему-то все время идет, что помощь он вам будет давать. Что-то для вас он будет делать, открыто, скрыто. Ну, каждый по-своему отыграется. Но то, что вы от него помощь будете получать, это 100%. Какую-то помощь, какие-то действия, подсказки, опять же, материально может помочь, это будет. Возможно, когда вы поймете, о ком я говорю, либо уже поняли, да, вот у вас такое ощущение, что мужчина может быть для вас и непривлекательный, либо не ваш типаж, да, либо ну, ничего не чувствую к этому человеку. Но когда он начнет помогать, когда вы поймете, что он вам помогает, вы начнете о нем думать. Вы начнете думать и будете восхищаться тем, что он такой вот он благородный человек, который дает, да, вы обычно привыкли, что вы даете, а тут вам дают. И причем ничего взамен не просят. Да, у вас к нему теплые чувства, я вижу. Это не значит, что вы прям поголовно все в этого мужчину влюбитесь, ну, в своего тайного мужчину. Это нет. У вас либо чувство благодарности будет к нему, либо интерес к нему зародится. Но опять же, может быть и не любовного характера. С вашей стороны все-таки чаша пустая выходит. Вот с его полная, вот в моменте здесь и сейчас, а с вашей все-таки пустая выходит. Я вам точно могу сказать, что вы узнаете, кто этот человек. Я вижу, что вы будете общаться, и я вижу, что между вами будет связь. Опять же, какая это будет связь? Любовная, дружеская, приятельская, я не могу сказать. Здесь не показали, ответите ли вы ему взаимностью, как там у вас дальше сложится. В принципе, это не тема. Мы просто смотрели на тайного поклонника. Но то, что вы будете точно знать, кто это такой, это 100%. Кто-то раньше, кто-то позже, но узнаете. Вот узнаете от того, что он помогать вам начнет. Тайным либо явным образом.
помогать. Вы даже сначала растеряетесь. Еще раз говорю, вы не привыкли, чтобы вам помогали. Это вы всем помогаете, все для всех делаете. А чтобы вам вот прям какой-то человек пришел помочь, такого не было в вашей жизни. А тут смотрите, когда начнет делать, поддерживать, подсказывать, помогать. У кого-то даже из девчонок отыграется, что сейчас вы в какой-то сложной жизненной ситуации, вот тоже отношения какие-то у вас тяжелые, то ли вы разводиться хотите, то ли даже какую-то, может, измену пережили, какой-то удар получили от мужчины. И вы не в лучшей форме для того, чтобы создавать новые отношения. Вам бы вот свою проблему решить, да. Ну, есть девочки, прям наблюдает и страдает по вам. Так что, мои хорошие, все тайное рано или поздно станет явным. Мне нравится эта отсыпка, мне нравится, что этот мужчина действительно вот как джентльмен будет поступать, да, он будет вам помогать. Побольше бы таких мужчин, побольше бы таких тайных поклонников, да и всем, да, чтобы мужчины наконец-таки поняли, что женщины нуждаются в помощи. И да, это благородно, и это правильно, когда сильный мужчина помогает женщине. На этом, мои хорошие, все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.